Добрый день, уважаемые участники нашей очередной встречи. Я бы хотела узнать, меня видно, меня слышно? Техническая поддержка у меня. Ну, будем надеяться, что видно и слышно, да? Чтобы предметный был. Спасибо большое. У нас сегодня с вами необычная встреча, необычная тема для разговора. 3 декабря. Международный день инвалидов. Вот что это такое, давайте решим вначале. Это праздник? Нет, это не праздник. Это не тот разговор и не та тема разговора, которую бы мы могли обозначить как праздник. Это памятный день? Тоже не соглашусь, что это памятный день. Мы не вспоминать должны, а помнить всегда должны о том, что рядом с нами есть дети с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, и дети, которые имеют статус ребенок-инвалид. Для меня возникает такой образ, как сигнальная ракета. 3 декабря, Международный день инвалидов, это сигнальная ракета, которая говорит нам о том, должна напоминать, по сути дела, не только сегодня, не только в этот день, а, наверное, на протяжении всего года и всего времени мы должны вспоминать о том, что среди нас живут люди с такими проблемами. Немножко тут дам такую историческую справочку. 3 декабря – Международный день инвалидов. Она была принята, это Всемирная программа действий в отношении инвалидов, и принята на Генеральной Ассамблее в 1992 году. Какая же цель была организации и объявления такого дня? Первая цель – это привлечение внимания к проблемам инвалидов. То есть мы очень часто забываем о том, что этим людям-то жить значительно проблематичнее, чем нам. Мы так увлечены жалобами по поводу трудностей нашей конкретной жизни, поэтому нам некогда, наверное, думать о том, что у кого-то эти проблемы еще глубже и еще серьезнее. Человек с инвалидностью – это человек, который имеет право также на защиту своего достоинства, прав, благополучия. Следующая цель, с которой был объявлен Международный день, это общество должно знать преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни этого общества. Мы попробуем с вами на протяжении сегодняшней нашей встречи договориться вот о чем. Что когда инвалиды получают возможность быть активно включенными в жизнь, тогда от этого общество только выигрывает. Мы сегодня, какой бы мы ни открыли документ, какой бы мы ни открыли программу, образовательный проект, и он, как правило, начинается со слов. В последнее время количество детей-инвалидов растет в геометрической прогрессии. Ну и представьте, что если общество, если психология, если педагогика не будет заниматься проблемами этих детей, значит, через сколько-то лет эти дети сядут по домам, и общество будет их кормить. А сегодня мы знаем, что даже при очень тяжелой патологии, при очень тяжелой инвалидности, человек может быть социально активным, он может получить образование. А я хочу сказать, что вот сейчас на съезде дефектологов было сказано, в правительство внесено предложение о том, чтобы дети, имеющие статус ребенок-инвалид, могли получать второе высшее образование. Общество заинтересовано в том, чтобы люди получали профессии. Общество заинтересовано в том, чтобы эти дети получали достаточно цензовое и высокое образование. И последнее. Любой человек с любыми проблемами физического, психического, эмоционального здоровья имеет право на полное, равное соблюдение своих человеческих прав. Посмотрите, я хочу сейчас вспомнить такого замечательного ученого Льва Семеновича Выгодского, который, на мой взгляд, наверное, первый поднял вопросы обучения конкретно детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. И разработал целые образовательные системы для того, чтобы можно было этих детей включать в активное образование. Так он говорил, у него в его книге
речь и мышление есть такая фраза. Слепой ребенок страстно хочет видеть. Глухой ребенок страстно хочет слышать. А ребенок, который сегодня пока еще не хочет, мечтает взлететь. И по его убеждениям он говорил о том, что причиной этой инвалидности является не тот дефект, который ребенок получил при рождении, а инвалидность ребенок приобретает в процессе неправильной социализации. То есть первичный дефект, он может быть компенсирован. Ну, понятно, что у нас есть разные дети с разной тяжелой патологией, но максимально он может быть компенсирован, если правильно организовать образовательный процесс, если правильно организовать систему включения в социум этих деток. Я хочу обратить ваше внимание на портреты детей. Вот детки такие замечательные, такие симпатичные, но мы ведь с вами не знаем, а кто из этих детей страдает ранним детским аутизмом, кто из этих детей страдает отсутствием слуха, кто из этих детей, у кого из этих детей серьезная патология познавательной деятельности. Да? Посмотрим еще на целый ряд портретов. Вот такие детки. Причем, обратите внимание, практически все они улыбаются. И практически всем им на тот момент, когда их фотографировали, вот один только грустный сидит. Я хочу сказать, что любой ребенок может быть включен в социум. Один из этих детей, которых вы сейчас видите на изображении, на слайде, он является коммерческим лицом одной из фирм, которая выпускает детское питание. То есть он уже включен в активную жизнь, он уже имеет возможность активно общаться с другими людьми, и я думаю, что в будущем будет достаточно тоже активным членом общества. Итак, Выгодский говорил о том, что уровень инвалидности или проблем с здоровьем осуществляется или обусловлено сложностью дефекта. Понятно, что у нас есть дети, у которых и сочетанный дефект может быть, и нарушение опорно-двигательного аппарата, и нарушение сенсорных систем. И самое главное, это воспитание, обучение должно строиться по общим закономерностям развития нормального и аномального ребенка. У нас сегодня с вами не принято такое слово, как аномальный ребенок, но это лексика Выгодского. Давайте посмотрим вообще, что он рекомендует нам. Выгодский говорит о том, что надо ориентироваться не на то, что ребенок не может в силу своего дефекта здоровья, а на то, что он на сегодняшний день может. И буквально вот несколько лет назад, когда я общалась вплотную с родителями этих детей, я поняла, что нужно задавать вопрос родителям не что не может ваш ребенок, а нужно ориентировать родителя на то, чтобы он определил, а что может ребенок. И родитель затруднялся сказать, а что, собственно говоря, может, если вот он не ходит, если он не видит, если он не слышит, как определить, что он может. А давайте вспомним маленького новорожденного ребенка. А что он может? Он тоже не передвигается, он тоже лежит в кроватке, он тоже максимально беспомощный, ему нужно очень много ухода, присмотра. Но он ведь при этом может видеть, он может слышать. Он понимает изменение температуры, он понимает изменение положения своего тела в пространстве. Да? То есть вот это все ребенок, эти все ощущения у ребенка есть. И они практически буквально на 4-й день после рождения ребенка, как у взрослого человека. Мы с вами должны ориентироваться на то, что ребенок, который родился с какими-то проблемами физического здоровья, очевидно, ощущения у него могут, если это, конечно, не сенсорные нарушения, ощущения у него могут быть так же, как у нормативного ребенка. Просто нужно сразу организовать работу с этим ребенком. Вот Выгодский говорит, надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать слепого и глухого, значит воспитывать глухоту и слепоту. Я поэтому предлагаю вам, уважаемые участники сегодняшней нашей встречи, вспомнить тех детей, с которыми вы работаете, или деток, которые живут вместе с вами, то есть ваших сыновей и ваших дочерей, и
прикинуть, а что же он вообще-то может? А он улыбаться может? А если он может улыбаться? Если может он реагировать на наше с ним общение? Если он понимает, что к нему подошла мама? В моей практике, буду немножко возвращаться к своей практике, в моей практике был ребенок, с которым я начала заниматься в 3 года. Он лежал вот на диванчике и практически не шевелился никак. Да? Но у него даже глаза не двигались, он не реагировал ни на звук, он не реагировал, потому что 3 года не надо было это делать. И когда мы стали работать вот как раз над тем, чтобы вызвать у него какие-то реакции на звук, на голос, какие-то яркие предметы, мы с этого, собственно говоря, и начали. Так ведь и нормативного ребенка мы с этого же начинаем. Когда у нас родился маленький ребенок, мы тоже начинаем с того, что мы видим, реагирует он на наш голос или не реагирует, реагирует он на появление мамы или нет. То есть, посмотрите, параллель-то проводить очень легко. Другое дело, ребенок, у которого проблемы с физическим здоровьем, он будет просто задерживаться, он будет несколько позже получать все эти навыки и умения, чем нормативный ребенок. Значит, может. Посмотрите, воспитание становится активным процессом с 3 сторон. Нужно, чтобы ребенок был активный. Нужно, чтобы воспитатель был активный. И нужно, чтобы среда между ребенком и воспитателем была активна. Тут я, наверное, затрону такую тему, как гаджеты. Да? Когда он становится просто неправильной заменой общения ребенку. Ребенку дают планшет, ребенку дают телефон и считает, что он, ребенок, включен в активную среду. Нет, он не включен. Он сторонний наблюдатель. И если у нас у ребенка есть проблемы с физическим развитием, с психическим развитием, наверное, нам надо подумать, а когда этот гаджет надо дать. Однозначно ребенок должен уметь пользоваться этими вещами, потому что у нас сегодня это входит в нашу активную жизнь. Но ни телефон, ни планшет не может заменить ни маму, ни папу, ни тех взрослых, которые рядом с ним. Поэтому вот активный ребенок, когда он что-то делает, когда мы пытаемся создать те условия, где он будет активным. Не просто сидеть и наблюдать, а когда он будет активный. И вот нашу сегодняшнюю встречу я попыталась включить информацию о тех людях, которые известны во всем мире, имея очень тяжелую инвалидность. Ну, про этого человека, он уже ушел из жизни, но, во всяком случае, лауреатом Нобелевской премии он стал, уже будучи вот таким тяжелым инвалидом. Когда, посмотрите, здесь написана его небольшая история, когда двигались только пальцы правой руки. Конечно, у него была специальная коляска, конечно, вокруг него было много всяких приспособлений, которые позволяли ему и лекции читать, и заниматься наукой. Но ведь он же преодолел вот те проблемы физического здоровья. Он же просто он хотел быть активным. А чего же мы нашим-то детям не создаем таких условий? Мы посадили их дома, и они у нас там сидят около телевизоров. Мир особого ребенка интересен и пуглив. Мир особого ребенка безобразен и красив, неуклюж, порой и странен, добродушен и открыт. Мир особого ребенка иногда он нас страшит. Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? Почему он так испуган? Почему не говорит? Мир особого ребенка, он закрыт от глаз чужих. Мир особого ребенка допускает лишь своих. Я знаю, что сегодняшняя наша встреча ориентирована в основном на родителей детей с особенностями в развитии. Ну, я вот вижу, что и есть педагоги, есть воспитатели дошкольных образовательных учреждений, школ. Вот что нужно сделать, чтобы стать как раз для этих детей своими, и чтобы они нам стали доверять. Я просто сейчас хочу, пока вы рассматриваете вот эти фотографии деток, хочу привести такой пример, я его очень часто привожу, но в свое время он меня так поразил. Ольга Никольская, которая работает с детьми-аутистами, она, кроме того, что занимается наукой серьезно,
она еще и работает с этими детками, потому что ну, ведь нужно знать, что за дети, как они меняются и что с ними происходит. Так вот она сказала, что с одним ребенком несколько месяцев подряд они спускались в московское метро и часами сидели, наблюдали, как уходят и приходят поезда метро. Потому что у этого ребенка основной интерес, доминанта его было наблюдение за этими самыми поездами метро. И вот этот специалист, она знала, что если она не пройдет этот путь вместе с ребенком, она не получит от него доверия, и он не будет с ней общаться. Ей нужно было войти с ребенком в такой близкий контакт, чтобы она стала вот тем самым лицом, вот тем самым родным человеком, которому он мог доверить свое общение. Поэтому, когда мы с вами, к нам приходят дети с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды, мы не должны задавать вопросы, почему этот ребенок в образовательном учреждении. Да просто право имеет. Он имеет права как человек на обучение в общеобразовательной школе или при других условиях. Но если вы хотите, чтобы у вас был какой-то результат в работе с этим ребенком, значит, нужно стать для него своим человеком. Проблема в отношении к детям с ОВЗ и детям-инвалидам заключается в том, что многие-многие годы у нас в стране, к сожалению, ведущим был медицинский аспект отношения к детям с инвалидностью. Ну, и ведь это правильно, потому что врачи, когда они работают с этим ребенком, они должны определить, что этот ребенок не умеет, в чем заключается его проблема с физическим здоровьем. И, естественно, они будут нам говорить об ограничениях. Они будут говорить о том, какие стойкие расстройства функции у этого ребенка. То есть нам нужно понять, с чего будет формироваться актуальный уровень развития этого ребенка. И для этого этот медицинский аспект нужен. Но многие, буквально десятилетия, этот аспект был ведущим. Поэтому и привычка у нас, когда мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья и о детях с инвалидностью, что они что-то не могут. Мы не можем их включить в социум, потому что у них не получается ничего, они не могут, они не умеют. Нужно создать такие условия, чтобы научить им и сформировать у них какие-то навыки. Вот это уже наша задача. Вот скажите, пожалуйста, вот у этого человека какие ограничений в плане медицины? Если мы с вами будем обсуждать медицинский аспект инвалидности этого человека, то это, наверное, будет очень много чего он не может. Но при этом он известен во всем мире. И самое интересное, когда вот этот человек с такими проблемами начинает утешать людей с ногами, с руками, физически здоровых, и говорит: парень, у тебя все будет нормально, ты только потерпи, ты только напрягись, ты что-то сделай, и у тебя все получится. Вот это человек, которому вот в жизни не повезло в плане физического здоровья. Но, по-моему, даже у него сейчас не один ребенок, по-моему, у него уже 2 детей. И вот такое состояние не мешает ему передвигаться по всему миру, не мешает ему писать книги. И, наверное, вот это надо показывать и родителям детей-инвалидов, и детям, у которых есть проблемы. Социальный аспект. Ну, очень ведь удобно оценивать состояние ребенка с медицинского аспекта. Ну, не может и не может. И не надо ничего. Лежит и лежит. А раз у нас такое дело, так мы его и социализировать не будем. И очень часто родители деток, они просто стесняются куда-то выйти со своим ребенком. Да, это одна проблема. А вторая проблема, у нас еще инфраструктура-то недостаточно готова к тому, чтобы эти дети и семьи выходили на улицу. Ну хорошо, сегодня практически в каждом учреждении есть пандус. Но есть ведь такие учреждения, в которых есть пандус. Есть туалетная комната, приспособленная для людей с инвалидностью. Но эта туалетная комната находится на 2-м этаже здания. И такое тоже приходилось видеть. А как туда попасть, в эту комнату с 1-го этажа, это тоже вопрос надо решать.
Сегодня программа «Доступная среда», государственная программа «Доступная среда» работает, финансируется, и положение-то меняется все равно. Мы с вами видим, что появляются тактильные таблички, появляются тактильные дорожки. В общем, положение-то меняется, но не пандус и не тактильная дорожка определяет социализацию ребенка, а определяют специалисты, которые работают с этими детьми. И сегодня много достаточно литературы, много курсов. Уважаемые коллеги-педагоги, давайте мы будем как-то стремиться получить знания о детях, которые к нам приходят. На сегодняшний день у нас пока не изменился вот тот самый социальный аспект. У нас есть такой документ, как ВГОС начального общего образования для детей с ОВЗ, где все прописано. Там есть 8 программ для детей с ОВЗ и ВГОС для детей с умственной отсталостью. Там 2 программы. Там прописаны характеристики, там прописаны возможности детей, там прописаны программы, что с этим ребенком можно делать и чего делать нельзя. Прописаны режимы пребывания этих детей в образовательных учреждениях. Просто нужно открыть программу, просто нужно познакомиться с этими документами. И я бы очень советовала, если у вас в вашем образовательном учреждении есть хоть один ребенок с ОВЗ или инвалидностью, по сути дела, все сотрудники, весь педагогический состав этого образовательного учреждения наизусть должен знать ВГОС ОВЗ. И обязательно в этом учреждении должен быть психолого-педагогический консилиум, который решает все проблемы ребенка, даже если он один. Еще один пример человека. Обратите внимание на коляску, которая стоит вдалеке. Обратите внимание на тело этого человека. Но вот как раз данная семья, данный человек, они изменили вот тот социальный аспект, который не может, не умеет, не имеет права, нет возможности выйти из дома. И человек решил свои проблемы семейные достаточно комфортно. Да? Кроме этого, он не сидит на шее у своей красавицы жены, а он работает, он обеспечивает себя и обеспечивает, я думаю, ну, во всяком случае, может быть, не так, как много, как хотелось бы. Но я хочу сказать, у нас ведь и не каждый здоровый мужчина, имеющий ноги и руки, в достаточном количестве обеспечивает свои семьи. Итак, психолого-педагогический аспект. В этом аспекте самое главное, вот как раз то, что я уже начала говорить. Как обучать, чему обучать, какие создать условия для ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в образовательном учреждении, куда он попал. Ну, на сегодняшний день мы с вами можем, родители имеют полное право выбора образовательного учреждения в шаговой доступности, но мне бы хотелось посоветовать им следующее. Когда вы приходите в школу, вы должны знать, а в этой школе какие-то условия есть для вашего ребенка. Если ребенок на коляске, где находятся кабинеты, кто будет ребенка передвигать с одного кабинета в другой. Даже такая мелочь, казалось бы, если в школе коридоры покрыты линолеумом, то передвигаться ваш ребенок в коляске будет с трудом, даже если у него ассистент. Выбирайте лучше школу там, где в коридорах или плитка, или каменные полы, потому что это более надежная ситуация для ребенка. Вот даже такая мелочь. Родители очень часто руководствуются тем, государство сказало, закон принят, что наш ребенок должен обучаться в этом образовании. Я хочу, чтобы он обучался в этом образовательном учреждении. Ну, наверное, это некоторая такая эгоистичная позиция. Да, школа рядом, детский сад рядом. Придите, познакомьтесь. А там есть условия для того, чтобы ваш ребенок ходил в это образовательное учреждение. А может быть, надо поискать другое учреждение, где есть условия более приемлемые для вашего малыша или для ребенка, школьника. Может быть, надо вначале поговорить о том с коллективом, с учителем, который, возможно, примет вашего ребенка.
То есть нужно быть ответственным в этом плане. Не руководствоваться «да, хочу», «да, имею право», а я бы очень советовала вначале познакомиться с условиями школы. Потому что самое главное задача родителей и задача педагогов, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он там улыбался, чтобы он радовался тому, что вокруг него происходит. А не видел бы в глазах тех людей, которые его окружают, что он каким-то образом является, ну, не знаю, нагрузкой, наверное, дополнительной для всех. И как только вы активно включитесь, мы уже с вами говорили, что активность родителей и активность тех людей, которые рядом с ребенком, как только вы активно включитесь в решение этих проблем, тогда вы уйдете от того, что вы будете страдать, или у вас будет какое-то негативное отношение ко всем окружающим из-за той ситуации, которая с вами произошла. И вы начнете вот как раз оценивать ситуацию вашего ребенка. Не умеет, не может, не знает, не получается, а как раз будете исходить из того, а что умеет, а что может, а что получается, а что я сделал для того, чтобы оно получалось. Так, развитие, я уже говорила, что развитие детей особых Выгодский выстраивал параллельно с нормативно развивающимися детьми. И он говорил, что нужно опираться на то положительное здоровье, которое есть у ребенка, которое на сегодняшний день мы можем с вами решить. Так. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот эта девочка. Ну, 35 лет, понятно, что это взрослый человек. Она рисует кисточка держит в зубах. Мы, правда, с вами плохо видим картину, но тут вот часть картины, видим, что прекрасные картины, прекрасные работы. Самое главное, этот человек чувствует, что он востребованный, что она умеет. Другое дело, пока та инфраструктура, которая вокруг нее не дает возможности ей быть активной, активно выходить в социум, но когда вот я знакомилась с этим человеком, не лично, конечно, а когда читала, вот вы там видите, что недоступна пока среда для ее выхода. Но так ведь у нее есть родные, у нее есть близкие, которые могут решать эти проблемы. Они могут найти людей, которые могут помогать. Сегодня много есть людей, которые готовы. Есть фонды, в которые можно обратиться. Есть общественные организации, которые тоже могут обратиться. Сегодня есть президентский грант. Я не дам советов, как конкретно получить, но тот человек, та семья, которая поставит перед собой цель способствовать тому, чтобы создать для своего ребенка условия, они это сделают. Сегодня возможность такая есть. Так, через что можно начать коррекцию? Ну, когда мы с вами, у нас есть в семье ребенок-инвалид и ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то мы должны помнить, что каждый сантиметр или нашей квартиры, или образовательного учреждения, он должен как раз вот быть направлен на то, чтобы помочь ребенку с ОВЗ или инвалидностью войти в образовательную деятельность. Любыми способами. Сегодня вопрос стоит о том, даже думать, как покрасить стены класса, коридора, чтобы привлечь внимание ребенка, чтобы создать ему комфортные условия. Семья на сегодняшний день, семья и образовательные учреждения до сих пор очень часто находятся в противостоянии. Семья и школа должны в конце концов понять, что они вместе должны делать для этого ребенка. Договариваться. Не обижаться, не обижать друг друга, не кричать, не жаловаться, а садиться вместе. У нас есть такой замечательный сегодня орган, называется психолого-педагогический консилиум. Постоянными участниками являются члены администрации, члены методических служб, учителя, узкие специалисты. Я думаю, что родители тоже должны войти туда не приглашенными членами, а должны войти туда постоянными членами и работать, и помогать школе.
инклюзивное образование только-только на пороге становления. И очень на очень многие вопросы педагоги образовательных учреждений пока не знают ответов. Система инклюзивного образования в нашей стране должна быть построена к 2030 году. И мы находимся пока на пути становления, на пути развития. Без родителей ничего здесь положительного не произойдет. Усилия одних педагогов ничего не изменят. Если вот так Господь распорядился, что у вас ребенок с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, так вы придите в школу, вы придите в детский сад и покажите свою готовность участвовать в организации условий. Очень часто мы видим в образовательных учреждениях только претензии, только требования и только негативное отношение. То есть мой ребенок не получает это, не получает это, не получает это. Сейчас я уже говорила, прошел съезд дефектологов, и я хочу сказать, на съезде дефектологов было обозначено, по стране дефицит дефектологов составляет 50 тысяч. То есть вот на сегодняшний день нужно 21 тысяча дефектологов работает, и еще потребность 50 тысяч. И, конечно, такую армию специалистов подготовить, это не одним годом будет решаться. И вопросы эти будут решаться в очень значительное время, я думаю. Итак, инвалидный приговор. Кто придумал этот вздор? Все моменты яркой жизни проживешь и ты, не кисни. Отыщи лишь увлечение, спорт, а может быть и пение. А возможно рисование, тут уж главное желание. Пусть родные будут рядом. Положительным зарядом твою душу наполняют и во всем лишь помогают. Вот это в продолжении того, что семья должна на себя взять главную заботу о создании комфортных условий для ребенка, который нуждается в особой психолого-педагогической помощи. И я знаю, что если мама или папа такого ребенка захотят получить дефектологическое образование, то они будут иметь приоритеты при поступлении на специальное отделение, на специальные курсы. Получить образование таких деток, наверное, для обучения таких деток, наверное, очень важно для родителей. Если вот посмотрите на фотографии, я думаю, что вот детям с родителями, вот этим детям с родителями повезло. Кого-то привели в театр, кого-то привели в спорт. А сегодня мы знаем, что паралимпийское движение во всем мире достаточно большое. И наши паралимпийцы, мы знаем, просто героями вернулись из Японии. А у них 3-е место по медальному зачету. И удивляешься, как может, это были летние, а я все время удивляюсь, как люди с нарушением зрения могут заниматься лыжным спортом, как человек невидящий может преодолеть трассу лыжную. Да, там опять-таки какие-то условия, но сам-то человек, он делает, он участвует в этом, он имеет возможность уважать самого себя. Мы сейчас посмотрим фоторяд, что может быть, где, в каких городах все происходит. В основном, конечно, это театр. Вот это паралимпийские игры внутри одного детского дома, который посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Совершенно ошеломительная фотография, когда детки, вы видите, что у них нет ног, а у одного ребенка вообще нет ног до коленей, а у второго неподвижные ноги, и как они занимаются хоккеем. Но это наши паралимпийцы в этом году в Японии. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на эту фотографию. Посмотрите, сколько улыбающихся детей. Как они рады от того, что вот они могут встретиться, они могут участвовать в какой-то общей коллективной работе и получить какой-то результат этой работы. Конечно, участие каждого в творческой деятельности будет разной. Кто-то сделает большую часть работы, кто-то просто присутствует и
подбадривает остальных участников, и это уже хорошо. Просто он не сидит дома один у телевизора, а он среди других деток общается и учит общаться. Это слепой ребенок, мы видим с вами. Бизиборд, работа со слепым ребенком, специалист. Девочка рисует. Девочки проблемы серьезные со строением рук. Но она рисует, насколько увлечена. Это малые детские паралимпийские игры. Для деток ведь не обязательно такие же точно спортивные снаряды, как для нормативных детей. Просто придумали для них какие-то особые виды спорта с особыми инструментами. Я не знаю, насколько вам видно. Девчонка, которая такая заинтересованная и такая счастливая, у нее нет обеих рук. У меня нет обеих рук. Мы с вами посмотрели, мне очень хотелось, когда я вот к этой встрече готовилась, мне очень хотелось узнать, а куда в нашем Сыктывкаре можно пойти с ребенком-инвалидом. Просто-напросто тут, видите, я не имею права рекламировать, ограничена вот этими всеми вещами. Но я точно знаю, ребенок с инвалидностью, ребенок с ограниченными возможностями здоровья может учиться плавать, он может участвовать в работе спортивных секций. Его могут обучать музыке, он может обучаться рисованию. Просто семье, родителям надо выяснить, куда с этим ребенком пойти. Вы же ходите в лечебные центры, вы ходите в центры реабилитации. Вы знаете, что их в Сыктывкаре много. Медиков, которые готовы помогать вашим детям, их у нас в городе много. Но точно так же у нас много образовательных центров, у нас много учителей, педагогов, которые готовы помогать вашим детям, научить их петь, научить их плавать, наверное, каким-то другим видом спорта. А плавание для этих деток это особо актуально. Они в воде расслабляются, и происходит там коррекция мышечного корсета, и укрепляется физическое здоровье. То есть просто-напросто мамам и папам, бабушкам и дедушкам надо найти такой кружок, такую секцию, куда бы мог пойти ваш ребенок, где его с радостью примут и помогут, и включат в работу. Ну и теперь по тем условиям, по закону, как ребенок ваш с инвалидностью или ребенок с ограниченными возможностями здоровья, какие формы обучения, какие могут быть. Итак, ребенок может обучаться в массовой школе обычного класса. Для этого у ребенка должна указана в заключении ПМПК, по какой программе он обучается. И это решение семьи, это опять ответственность семьи. Ваше право не выполнять рекомендации ПМПК, но тогда вы осложняете, очень сильно осложняете жизнь вашего ребенка. То есть даже ребенок, которому указана программа для умственно отсталых, это, конечно, дети, которые по медицинским показаниям могут посещать образовательные учреждения, должна быть указана адаптированная основная образовательная программа. Их у нас 8. Внутри каждой программы еще 4 уровня. Кроме программы для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития, там по 2 уровня. И у нас еще есть ВГОС для детей с умственной отсталостью. Там 2 программы. Так вот, ПМПК определяет вам программу, а вы дальше уже принимаете решение, в какой школе будет обучаться ребенок. Еще раз, я призываю к ответственности родителей. Не просто потому, что я хочу в эту школу, и мой ребенок будет там учиться, а нужно вначале выяснить, есть ли там достаточно условий для того, чтобы ребенок ваш там обучался. Есть ли специалисты, которые могут помочь вашему ребенку. Обучение в условиях специальных классов. У нас, слава Богу, это я как дефектолог говорю, слава Богу, сохранили систему специального обучения. Эта система должна быть, она должна развиваться.
И туда должны идти дети. Почему? Потому что в специальных классах и специальных школах, в школах-интернатах специальных, дети получают, они получают очень хорошую подготовку профессиональную. И если семья не может научить своего ребенка каким-то основам профессии, то, во всяком случае, там он этому будет научен. И это очень полезно для дальнейшего жизни. Так, обучение в разных, по разным образовательным программам в рамках одного класса. На сегодняшний день это особенно актуально будет для сельских школ, для малокомплектных школ, когда в одном классе будут дети обучаться по разным адаптированным основным образовательным программам. Другое дело, нужно решать вопрос, как один учитель сможет работать по этим программам. Но это обычно должны присутствовать тьюторы в этих классах. Так, вот самая, конечно, система, которую я еще ни разу не видела, чтобы в специальных коррекционных школах и школах-интернатах были бы классы для здоровых детей. Ну, наверное, это тоже для системы малокомплектных школ и сельской местности, где такие школы могут функционировать. Так, что обязательно должно быть у детей с ОВЗ и у детей с инвалидностью? Это игра. Эти дети должны играть целый день, во что угодно. Это не обязательно нужно кинуться в магазин, скупать все дидактические игры настольные, которые там есть, принести. Ну, во-первых, играть ребенок должен. Ребенок один играть не может. Он может играть, когда у него есть партнер по игре. Можно ведь играть очень много разных игр. Наверное, очень простая игра. Ее играть, в эту игру можно играть на улице, когда вы едете в машине, когда вы сидите дома и смотрите, если у вас под окнами есть дорога, игра очень простая. Мы со своими девчонками играем в эту игру, и они ее очень любят. Назови машину, мы ее назвали. Мы определяем, какую машину кто будет кричать. Ну, они обычно выбирают красную машину, я выбираю синюю машину. И вот когда мимо нас проезжает или красная, или синяя машина, нужно очень громко кричать: красная машина, синяя машина. И побеждает тот, кто не пропустил ни одной машины, кто был очень внимательный. Вот вам произвольное внимание, вот вам работа над голосом, вот вам работа над эмоциями, вот вам общение, и вот вам комфортное состояние и радость от того, что меня включили игру. И никаких дополнительных средств для этого не надо. Нужно просто видеть дорогу, которая перед вами. Если вы гуляете, остановитесь минут на 5, на 10 и поищите машины. А если ваш ребенок знает цифры, так опять-таки вот мы, глядя на номера машин, ищем какую-то определенную цифру. Кто-то 1, кто-то 2. Увидели, точно так же кричим. Как видите, никаких финансовых вложений такая игра не требует. И таких игр очень много. В конце концов, не нашли, давайте придумывать сами. Так. Подождите. Что-то мы поторопились, куда-то мне перескочило. Во что можно вообще играть с ребенком? Вот те самые материалы, те самые вещества, с которыми играть. У нас у всех есть крупа дома. А сегодня, если вы зайдете в магазин, где продаются крупу, вы увидите красную фасоль, белую фасоль, черную фасоль, какая-то совершенно непонятного цвета фасоль. Принесите домой, высыпаете в большой таз или в большую емкость, и в этом играете. В конце концов, если вам не понравился цвет, у нас есть сегодня пищевые красители, которые вы можете использовать. Ну, а игры с водой – это вообще такой благодатный материал, когда просто переливать из бутылочки в бутылочку, из одного кувшинчика в другой кувшинчик. Тут мы с вами формируем и хват ребенка, мы формируем и внимание его, и умение ориентироваться в тех предметах. Да, я уже заканчиваю. И умение ориентироваться,
Смотрите, какая рекомендация. Комканье бумаги. Ну ничего ж не требует вообще. Но мы из этой бумаги мы делаем маленькие шарики, большие шарики. Мы комкаем шуршащую бумагу, мы комкаем цветную бумагу. Из этого потом можно строить какие-то невообразимые, там, я не знаю, дорожки, дома, замки. Очень просто. Опять не требует особых умений от ребенка, но вызовет у него огромное желание заниматься этой деятельностью, потому что это красиво, это интересно. Я знаю, что сегодня многие дефектологи используют в своей работе пену для бритья. Во-первых, формирует у ребенка, повышает чувствительность его. Она легкая, она красивая, ей можно рисовать, ей можно опять-таки и строить, вот, из руки в руку передавать. Она вот это вот тонкое такое шипение, еле слышное, и когда ребенок напрягает слух, и это все нужно услышать. Я, когда рекомендую что-то делать с детьми, я всегда говорю, есть такой замечательный изобразительный материал, как зубная паста. А на чем рисовать? На бумаге нет, на зеркале. Вот этой зубной пастой, а сегодня для детей эта паста еще и разноцветная, и розовая, и зеленая, и даже черная есть паста. Это все можно использовать. И там особых навыков-то ручной умелости не надо. Это все можно размазывать. Мне говорят, а что если ребенок возьмет пасту в рот? Так это же паста зубная. Она и предназначена для того, чтобы мы ее брали в рот. А детская паста, так она еще и аромат у нее очень красивый, вкусный. Посмотрите, пожалуйста, каким действиям мы можем обучать даже детей с тяжелой инвалидностью. Ну, достать из коробки предмет можно? Можно. Я не буду перечислять все, что там написано. Столовые приборы, когда вы накрываете на стол, можно дать ребенку задание, чтобы он разложил эти приборы, а можно дать задание «помоги мне, подержи», да? А можно дать задание «отсчитай, сколько нам надо приборов», и потом мы с тобой разложим. А протирать эти приборы можно? А мыть в тазике? Ну, не может он около раковины стоять. А посадить его за стол, тазик налить воды. Ну, пусть вы потом тайно, по секрету это перемоете. Но ребенок-то понимать будет вот как раз свою социальную значимость для семьи. Опять говорю, никаких специальных дополнительных финансовых вливаний вот эти действия не требуют. У всех сегодня есть дома, валяются разные органайзеры, там, я не знаю, визитницы. Спрячьте туда картинки интересные. Это же очень серьезно достать из визитницы что-то. Вот мы с вами там видели фразу «педагогизация всей окружающей среды». Вот в этом и будет заключаться. В этом и будет заключаться, когда все предметы, которые у нас есть, мы их используем. Так, посмотрите, каким простым предметным действиям мы можем учить детей с серьезной инвалидностью. Захват, удержание, вынимание. А вот посмотрите, я хочу захват, удержание, вынимание. Это на кого похоже? Это похоже на детей новорожденных, на детей раннего возраста? Да, конечно, похоже, мы их этому тоже учим. Значит, дети-то идут по одной траектории, просто одни раньше, другие позже. Так ведь и ягодки на грядке созревают в разные сроки. Но мы не оставим те ягодки, которые позже созрели. Мы еще с большим удовольствием их съедим. Похоже, то же самое все происходит с ребенком нормативно развивающимся. Он точно так же обучается этим действиям. Так, что-то. Вот. Как и обычный ребенок. Тогда, значит, Выгодский-то был прав, что не надо, надо знать, что у ребенка проблема такая, но не надо создавать такие условия, чтобы потом появлялись вторичные причины инвалидизации, третичные, десятичные. Это первичный только дефект. Если мы создадим правильные условия для ребенка, то он выйдет в актив, он станет в социуме нужным и важным человеком. Помните, для чего 3 декабря создавали?
Для того, чтобы общество, для того, чтобы здоровые люди поняли, что им выгодно, что этому обществу выгодно, если у него люди с инвалидностью социализируются и становятся активными людьми. Смотрите, оказывается, закапывать-то можно не только в песке, но не может, тяжелый. Выйти на улицу не сможет, так и в крупе. Оно у нас с вами все есть. Мы просто не всегда оцениваем с точки зрения, как можно с пользой использовать, как можно с пользой применять это в образовательном процессе. Ну, сегодняшнюю встречу я хочу закончить. Вот на этой, может быть, я очень долго думала, надо ли это включать, надо ли это использовать. Ну, вот такая икона, это единственная икона улыбающейся Богоматери. И, наверное, при той ситуации, которая была у нее, улыбаться было трудно, но она все-таки улыбалась. 3 декабря – это не праздник, это не памятное число, это моя точка зрения. 3 декабря – это сигнальная ракета о том, что есть среди нас люди, которым сложнее, чем нам, но они, если они еще не ходят, то они страстно мечтают взлететь. На этом я нашу встречу сегодняшнюю, посвященную 3 декабря, хочу закончить. Спасибо всем, кто принял участие в нашей встрече, в нашей беседе. Если у вас есть вопросы, да я вот подожду пару минут. Но пока вопросов нет, спасибо большое за оценку. Вы всегда можете обратиться в наш центр за консультацией. Консультации бесплатные для всех, и для родителей, и для педагогов. Всего доброго, хороших выходных.